Коротко о реформах в нашем энергетическом секторе. Объединили распределительные компании к национальным электрическим сетям. У нас получилась единая компания, которая занимается распределением и продажей. Начиная с 0,4 до 500 киловатт, сейчас хозяин всех сетевых, всех подстанций, сетей и подстанций – это национальные электрические сети. Далее у нас вторая компания, это генерирующая компания, это электрические станции. Эта компания занимается только генерацией электроэнергии. Плюс к нему присоединили тепловые сети. Структура тарифа и реформа тарифа у нас была в плане. Наш уважаемый президент Садыр Нургожевич Джапаров поддержал, кабинет министров Акылбек Кушенбекович тоже поддержал. Вступил в силу новая тарифная политика. Сократить всех инспекторов. Это нам даст, как говорится, экономическую выгоду. Если вот так сравнительно посчитать, на одного контролера где-то в год мы тратим около 750 тысяч сом. После реализации нашего проекта, который вами было выделено, вот это 50 миллионов долларов, из них 600 тысяч идет на счетчики АСКУЭ. У нас 1,5 миллиона абонентов, из них 1,2 миллиона сейчас нужно установить эти счетчики АСКУЭ, компания «Энергохолдинг». На сегодняшний день на стадии ликвидации. Есть уже распоряжение Кабинета министров о том, чтобы мы отделили теплоэлектросцентраль с энергетической компанией. То есть она будет, сейчас мы рассматриваем, или передача теплоэлектросцентрали мэрии города Бишкек, или создать государственное предприятие. Есть у нас компания «Электрические станции». Тоже, как говорится, офис находится здесь, в городе Бишкек. Если мы теплоэлектроцентраль передадим, в данное время намечается, у нас и запланировано переезд электрические станции в город Каракуль, где у нас все генерирующие станции. То есть все гидроэлектростанции находятся в районе Каракуля. Я хочу особо отметить реформы, происходящие в энергетическом секторе Кыргызстана. Вы делаете реальные шаги. Мы видим развитие и перемены к лучшему. Энергетическая отрасль одна из сложнейших в этом плане. К примеру, в регионе зима была очень холодной, и несмотря на многие проблемы, реформы продолжаются. Ваша команда очень впечатлила меня. Я хочу отметить, что вы идете в правильном направлении.